Деятельность Минтруда Ингушетии в 2021 году была направлена на обеспечение социальной стабильности, повышение благополучия и соцзащищенности жителей Ингушетии, отметил глава ведомства Хаджибекир Муталиев. Приоритетным направлением работы министерства остаются национальные цели развития, поставленные президентом России, а именно благополучие людей, достойный и эффективный труд, цифровая трансформация. Для удовлетворения потребностей граждан республики в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2021 году осуществлен ввод в эксплуатацию спального корпуса на 50 койко-мест для нужд ГБУ «Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста, инвалидов, Дом ветеранов», а также для объекта ГБУ «Псидавский психологический дом-интернат». С июня по декабрь 2021 года на базе Дома ветеранов оздоровилось 362 человека. С начала 2021 года в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями прошли медико-социальную реабилитацию 867 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Приоритет социальной политики Ингушетии – поддержка семей с детьми. В прошлом году более 89 тысяч несовершеннолетних получили ежемесячные выплаты, начиная от единовременных пособий при рождении ребенка и заканчивая выплатами от 3 до 7 лет. Вместе с тем, одним из важнейших направлений по повышению доходов населения является оказание жителям помощи на основе социального контракта. По 4 мероприятиям – это поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мер, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Социальный контракт – это новая форма социальной поддержки. Данный вид социальной помощи направлен в первую очередь на снижение уровня бедности в долгосрочной перспективе, а также на стимулирование активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации. Также в прошлом году Минтруд решал задачи в сфере содействия занятости населения и обеспечения прав на соцзащиту от безработицы. Динамика безработных, состоящих на учете, показывает, что за 2021 год наблюдается значительное уменьшение этого числа. Численность граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения в качестве безработных, составила 39 487 человек, что на 8 374 человека меньше, чем в 2020 году. В 2020 году цифра составляла 47 761 человек. Заслушав доклады, первый заместитель председателя правительства Ингушетии Олег Фурсов отметил, что пандемия значительно отразилась на всех сферах деятельности. У нас произошел взрывной рост на конец 2020 года числа безработных. Очередная волна пандемии захватила республику. Мы понимаем, каким процессом это привело. В целом замедлились темпы развития промышленных предприятий, сельскохозяйственного производства. В этих условиях служба занятости, Министерство труда предприняло очень эффективные меры, которые позволили нивелировать вот эти риски. В целом правительство республики оценивает очень положительно ту работу, которую проводит министерство, подведомственные учреждения по купированию вот этих всех рисков. И действительно из доклада мы услышали много позитивных моментов, которые удалось реализовать за прошлый год. В частности, Фурсов акцентировал внимание на несколько успешных направлений министерства, заслуживающих отдельного внимания. Во-первых, это блестящее выполнение 362 и 369 постановлений. Действительно, мы здесь занимаем лидирующие позиции, особенно в плане трудоустройства безработных. 2700 человек. Это лучший абсолютно показатель по стране, лучший показатель в СКФО. И на конец года это третий показатель, по-моему, третий показатель уже, по-моему, там кто-то еще вырвал, сейчас третий показатель по России. Такого никогда не было, таких успехов в Республике Ингушетия. Поэтому, конечно, мы отмечаем, мы видим, и, видимо, именно поэтому труд и результаты работы были оценены. Но это не повод расслабляться. На 2022 год стоит ряд немаловажных задач. Главное из них состоит в том, чтобы в рамках реализации нацпроекта «Демография» министерство прилагало больше усилий в совершенствовании системы предоставления соцуслуг и их доступности. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24.